спасателя после каждого выезда, когда он слышит от людей спасибо за оказанную помощь, это для него самый большой стимул. Задачи выполнены. В Главном управлении МЧС подвели итоги деятельности за прошлый год. Новость для любителей медвежьего лука. Открыт долгожданный сезон черемши. На определенных участках дорог, где усиленное движение, число дорожно-транспортных происшествий в зимний период особенно возрастает. Осторожно, гололед. Погода прибавила работы коммунальщикам и дорожным службам, а инспекторы ГИБДД неустанно напоминают водителям о мерах безопасности. Обслужат вне зависимости от места прописки. Новые правила предоставления госуслуг в паспортных столах. По следам преданий и легенд, выставка, посвященная Мусе Авушеву, открылась в Музее краеведения. Добрый вечер. На канале Ингушетия. Новости 24. Об итогах деятельности приемной главы и правительства Ингушетии за 2017 говорили на встрече главы республики с начальником приемной Фатимой Мислауровой. Так, за прошлый год в приемную поступило около 3800 обращений, что на 17% меньше за аналогичный период 2016 года. Тогда обращений было более 4000. Больше всего обращений поступило от жителей Назрановского, Малгобекского, Сунжинского районов, а также города Назрань. За 2017 год поступило 3824 обращения. За аналогичный период 2016 года эта цифра составляла 4364. То есть уменьшение произошло на 17%. Такое уменьшение можно объяснить сокращением количества обращений в устной форме, то есть когда звонят по телефону или приходят непосредственно в приемную главы и правительства. По территориальной принадлежности наибольшее количество обращений поступило от жителей Назрановского муниципального района, города Назрани, Сунжинского муниципального района, Малгобекского. Сравнительно с отчетным периодом 2016 года на том же уровне остаются вопросы социальной поддержки населения, в том числе оказания материальной помощи, вопросы здравоохранения, и трудоустройства, жилищного характера. Юнусбек Евкуров отметил необходимость постоянного анализа поступающих обращений, а также информационного сопровождения при их рассмотрении. Делайте передачу выездом на место, чтобы люди увидели. И раз там в месяц эта передача должна быть конкретно, какая помощь оказана кому, в чем она выражалась. Это раз. Это там, где нуждаются. С критикой местным органам власти или тех властей, которые не доработали это направление, а мы сейчас там разбираемся. Это раз. И второе, показать тех, кто не нуждается в помощи, но при этом вот эти жалобы. Это второе. И третье, это категория, которая необоснованно предъявляет какие-то определенные претензии. То есть, когда человек говорит, я вот закончил экономический факультет, устроите меня на работу. Когда человеку предлагается там, на рынке занятости туда, рабочие места, но он хочет только быть экономистом. Да? Это тоже какие-то необоснованные вещи, которые должны сопровождаться, по крайней мере, по линии телевидения, чтобы люди понимали, что человек требует того, что невозможно сегодня сделать. На это тоже обратить внимание. Ну и плюс та помощь где-то оказывается, кто повторно просто из этого сделал бизнес с этих обращений, кто повторно пытается постоянно на этом зарабатывать, на этих обращениях. Тоже это обратить внимание и посмотрите. Итоги деятельности региональной единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за прошлый год и планы на 2018 обсудили в Республиканском главном управлении МЧС. В мероприятии приняли участие глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, руководители министерств и ведомств, личный состав главного управления и подведомственных учреждений, работники поисково-спасательных отрядов, а также главы муниципальных образований. Репортаж Светланы Томовой.
Магомед Башир Хамхоев 20 лет своей жизни отдал профессии спасателя. Работа сложная, признается он, но МЧСники не расслабляются и в любую минуту готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. У спасателя после каждого выезда, когда он слышит от людей спасибо за оказанную помощь, это для него самый большой стимул и радость, и чувство гордости даже за свою работу, за свое сделанное дело. Спасибо от человека, который пострадал, который рядом видел все это дело, понимает, насколько это трудно. Хорошие результаты минувшего года – следствие слаженной работы всех звеньев территориальной подсистемы МЧС Северокавказского федерального округа. И с поставленными задачами они справляются. Только за 2017 год количество обработанных вызовов дежурной сменой 112 и службы ЕДДС составило свыше 130 тысяч. 87% – это вызовы по линии ЖКХ, 8% – дорожно-транспортные происшествия и 5% – вызовы по линии спасательной и медицинской службы. Помимо этого, в 2017-м произошло 17 социально значимых происшествий, в результате которых пострадало 19 и погибло 5 человек. Руслан Калоев озвучил и задачи, поставленные на 2018 год перед ведомством, в том числе совершенствование системы мониторинга и предупреждения риска возникновения ЧС, повышение оперативности реагирования на возникающие ЧП, а также активизация работы в рамках года культуры безопасности жизнедеятельности. Основная задача – это проведение выборов президента Российской Федерации, часть касающаяся обеспечения безопасности, в первую очередь пожарной безопасности, прикрытие всех избирательных участков. Второе – это проведение мероприятий в связи с объявлением года волонтера-добровольца президентом Российской Федерации. Ну и третья основная задача – это наряду с теми, которые у нас ежегодно происходят, это противопаводковое мероприятие пожарной безопасности. Третья задача – это в системе МЧС России объявлен год культуры безопасности, означает более углубленное изучение всей системы безопасности в Российской Федерации, для того, чтобы до каждого человека была доведена та или иная информация, и не просто доведена она словесно, но и протренировать мы могли этих людей, в том числе и в первую очередь, как глава республики сказал, подрастающее поколение, которое будет заниматься именно в этой системе, в школе безопасности, которую мы обозначили на территории республики. За прошедшие годы проделана серьезная работа по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отметил глава региона. 2017 год был нелегким. На прочность спасатели испытывали пожары, ДТП, аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Но все задачи по защите населения и территории от ЧС выполнены на высоком уровне, подчеркнул глава. Вообще сама работа, она оценена Министерством по чрезвычайной ситуации России и лично министром Владимиром Андреевичем Пучковым на довольно высоком уровне. Как в округе на ведущих позициях, так и в целом стране. Поэтому, конечно, мы тоже оцениваем такую системную работу министерства в целом, всех коллективов министерства. И мы другого, в принципе, и не ожидали. Я уверен, что и в 2018 году, если не лучше, то хуже точно не будет. Должностных лиц, представителей городских и районных администраций награждали также грамотами и благодарностями за участие в ликвидации ЧС. Переходящий кубок как лучшее звено территориальной подсистемы получила администрация Малгобекского района и власти Назрани. Ну а ветеранам МЧС Юнусбек Евкуров вручил юбилейные медали в честь 25-летия образования Ингушетии. Также гостям в главном управлении показали этапы кроссфита. Основная цель – пропаганда здорового образа жизни и повышение роли физической подготовки в профессиональной деятельности сотрудников МЧС. Все этапы кроссфита пожарные выполнили в полной боевой амуниции. Завершая мероприятие, гостям показали современную пожарно-спасательную технику и оборудование, представленные перед зданием комплекса. Светлана Томова, Рамзан Мержоев. Новости 24.
Сегодня прошло очередное заседание Совета Народного собрания Ингушетии. Депутаты обсудили вопросы, которые будут включены в повестку дня 28-го заседания. В том числе проект о внесении изменений в закон Республики Ингушетия, который был принят парламентариями еще в 2004 году и определяет права, обязанности и ответственность депутата, его помощников, предусматривает правовые и социальные гарантии осуществления ими своих полномочий. Кроме того, в повестку включили и вопрос о назначении на должность мировых судей Ингушетии. Они будут обслуживать и Волгобекский район, Галашки, Алхасты, Алкун, Датых, Чемульга, вот эти населенные, и СП Троицкая. Вот 3 кандидата представленные, которые мы будем на очередном заседании Народного собрания рассматривать. При рассмотрении данных кандидатур у нас в соответствии с законом предусмотрена процедура тайного голосования, то есть депутаты проголосуют тайно, и если данный кандидат наберут соответствующее количество голосов, то, соответственно, они постановлением Народного собрания будут назначены на должность мировых судей Республики Ингушетия сроком на 5 лет. Результаты видны сразу. Экономическая конференция, прошедшая накануне в Магасе, это своего рода вызов современным реалиям предпринимательской деятельности. Сегодня бизнес диктует новые условия ведения дел. На таких площадках обсуждается много бизнес-идей, что является хорошим стартом для начинающих предпринимателей. О первых плодах конференции расскажет Мария Мистоева. Механизмы стимулирования развития экономики и примеры реализованных проектов, малое и среднее предпринимательство, инвестиции и проблемы модернизации экономики, а также инновационная деятельность и меры развития экономики. Пути решения озвученных проблем участники ищут сразу на 3 площадках. Спикеры подробно раскрывают тему, говоря о проблемах и, конечно же, отмечая наиболее легкий путь их решения. Хотел бы донести до нашей молодежи, что не надо ждать, пока создадут для вас рабочие места, а нужно самим создавать для себя рабочие места, для своего окружения. Если с такими амбициями и с таким темпераментом, который есть у нашего народа, и он генетически у него заложен, мы сможем активизироваться в вопросах экономики, социального развития, образования, мы будем иметь очень серьезный положительный эффект. Глава региона отмечает, в этом году необходимо еще больше оптимизировать работу в развитии экономики республики, а специалисты в различных сферах деятельности, по мнению Юнусбека Евкурова, должны выезжать в другие регионы, чтобы о них знали и за пределами республики. Очень важна сегодня интеграция, чтобы из 1, 3, 4, 5 там ИП сделать уже малое-среднее предпринимательство, объединив. А из нескольких там малосредних предприятий сделать более крупное, объединив. Это сегодня легко можно сделать, надо просто садиться и договариваться. А в том числе кооперация с соседними регионами. Идея проведения конференции, а точнее участия в нем молодых специалистов, принадлежит молодежному правительству региона. Здесь, уверены, молодежь, может, и не знает многого, но заинтересована в создании лучшего будущего, как для себя, так и для будущих поколений. Очень важно иметь такую площадку для того, чтобы молодежь могла высказать свои пожелания, могла обратить внимание руководства региона на то, что мы хотим видеть в своем будущем, то есть те условия, в которых мы нуждаемся, донести свою позицию. То есть, это прекрасная площадка вот в этом плане именно для молодежи. Слушают опытных экономистов и предпринимателей не только студенты, а молодые люди, которым не безразлична судьба региона. В мире происходят очень глобальные экономические изменения, там на Россию давят санкции и так далее, и так далее. И экономическое состояние республики, и это очень важно, и важно говорить об этом с молодежью. Молодые предприниматели считают, что проблем для них в Ингушетии нет. Они воспринимаются ими как вызов. И только консолидация, объединение и неравнодушие к своей родине позволяют в быстрых темпах развиваться региону. А самое главное – взаимодействие и общение. В Минэко региона готовы идти навстречу начинающим бизнесменам. И самое главное – проведение таких конференций и встреч станет теперь регулярным. Мария Мистоева, Светлана Томова, Рахман Цуров, Новости 24. Глава Ингушетии провел совещание по проектам, которые реализуются по линии Корпорации развития Северного Кавказа. По словам Юнусбека Евкурова, по линии КРСК в этом году планируется освоить 500 миллионов рублей. За счет этих средств планируется провести модернизацию кирпичного завода «Неон» и открыть новое предприятие по изготовлению алюминиевых сплавов «Реал». Оно позволит внести в эксплуатацию новое оборудование и запустить вторую очередь производства.
А это дополнительные рабочие места и доход в бюджет республики. Напомню, что в прошлом году было выделено столько же средств по реализации 2 проектов завода по производству алюминиевых профилей «РИАК», который будет открыт в феврале этого года, и птицеводческого комплекса «Южный», строительство которого будет завершено в 2019 году. Юнузбек Евкуров возглавил рейтинг губернаторской повестки с 1 по 14 января, который готовит фонд «Петербургская политика» совместно с Давыдов Индекс. Фонд является ведущим российским центром, специализирующимся в сфере политического консалтинга и социологических исследований. Они проводятся на регулярной основе каждые 2 недели. В рейтинг вошли 10 губернаторов, на которых чаще всего ссылались СМИ, блогеры и социальные сети в течение 2 недель. Согласно рейтингу, в первые 2 недели Нового года больше всего СМИ тиражировали предложение главы республики о готовности Ингушетии поделиться с Сирией опытом адаптации экс-боевиков. Долгожданный сезон черемши открыт. Любители так называемого медвежьего лука группами направляются в лесные массивы за растениями, которые в народе считаются панацеей от всех болезней. О его пользе, а в некоторых случаях и вреде для здоровья подробно расскажет Микаил Тангиев. В это время года традиционно торговые прилавки буквально ломятся от обилия этого полезного растения. Какой должен быть цвет, длина луковицы, высота стебля, Зарема Цуроева знает все нюансы. Настоящий кладезь витаминов черемшу она продает уже 4 года и за это время успела стать настоящим экспертом. В основном берут чищенную, потому что это трудно и на лечение кому надо тапочки, именно они лечебные. Прокрутить через мясорубку и все остальное. Только такие берут. Любят черемшу не только из-за вкуса, но больше, наверное, из-за ее полезных свойств. Из луковиц, которые в народе зовут башмачками, делают лечебные мази, но чаще употребляют в пищу, как лекарство от всех болезней. В Германии, например, черемшу используют для приготовления салатов, супов, начинки для пирогов. А можно также испечь хлеб с черемшой. Но в традиционной ингушской кухне ее часто принято варить или мариновать. Лида Гиреева заглядывает на рынок через каждые 2 дня. В их семье черемша считается лучшей профилактикой гриппа и многих других болезней. Покупаю черемшу постоянно, потому что полезно, говорят, не знаю, для детей сейчас все гриппуют, чем лекарства покупать. Лучше покупать эту черемшу. И все же однозначно говорить только о пользе черемши неправильно. Специалисты заверяют, есть ряд заболеваний, при которых употребление этого растения абсолютно противопоказано. Противопоказана она при хроническом эрозивном гастрите, при язвенной болезни, при панкреатитах, при у больных заболеваниях эпилепсии и различных расстройств психотропных. За день, который у сборщиков черемши начинается задолго до восхода солнца, они собирают около 20 килограммов этого дикороса. Наверное, поэтому в народе говорят, торговаться можно на все, кроме черемши. Ведь ее сбор – это очень кропотливый труд. Бекбулат Агиев занимается сбором черемши с 13 лет. Он, как никто другой, знает, насколько сложен и трудоемок этот процесс. Разные, вот сделал бяхкап, алиша, тулли хонка, цадак рахвас, течекил шики, такван шикван, табихал лахтик, и вот хонка бахват, лахтрайвахту, хамыш моли. Но прежде чем идти в лес, в обязательном порядке нужно зарегистрироваться в учетной книге и получить справку в местной администрации. Предъявив паспорт, без этой справки сборщики не пройдут пункт пропуска. Не стоит забывать об элементарных мерах предосторожности. Знание лесной карты еще не гарантирует полную безопасность. С каждым, кто собирается выйти на поиски этого деликатеса, в администрации проводят разъяснительную беседу. В лесу их могут поджидать самые непредсказуемые обстоятельства. Поэтому необходимо подготовить аптечку и обязательно иметь с собой средства связи. Каждому, кто у нас идет получать справку на разрешение, мы выдаем вот такую памятку о правилах безопасности при проведении вот этой сбора черемши. Это, во-первых, здесь у нас указан и телефон, даже мой личный телефон указан, номер службы спасения 112 и так далее. Также мы ведем совместную работу. В тесном контакте находится, у нас в Галаше находится спасательный отряд.
постоянно на связи с поселковым отделением. У нас во дворе, вот, в сельском отделении находится поселковый отдел, постоянно на связи. Но в любую минуту мы можем выехать на помощь пострадавшему, который заблудился. Несмотря на желание насытиться полезными витаминами на год вперед, не стоит забывать простых истин. Все хорошо в миру. Михаил Тенгиев, Зульфия Мислаурова, Адам Далаков, Новости 24. Новые купюры, выпущенные Центральным банком России номиналом в 200 и 2000 рублей, уже можно встретить в денежном обороте в Ингушетии. Россияне еще не привыкли к внешнему виду новых денег и часто сомневаются в их подлинности. Однако напомним, что введение купюр в оборот началось еще в октябре прошлого года. Первоначально они поступили в банкоматы и кредитно-кассовые учреждения Дальнего Востока, Крыма и Москвы. На деньгах синего и зеленого цвета изображены севастопольский памятник затопленным кораблям и колонны Херсонеса. Кроме того, использовались символы Дальнего Востока, это космодром Восточный, и вантовый мост на острове Русский во Владивостоке через пролив Восточный Босфор. Банкноты можно назвать деньгами нового поколения. Они плотнее за счет хлопковой бумаги, а специальная обработка позволила увеличить их срок в 1,5 раза. Соблюдать дистанцию, не превышать скорость и быть предельно внимательными на дорогах. С наступлением настоящей снежной зимы водителям напоминают инспекторы ГИБДД. Из-за гололеда повышается риск дорожно-транспортных происшествий, статистика которых в нашей республике, к сожалению, не утешает. О ситуации на дорогах Рина Тичоева. В последнее время в регионе погода непредсказуема. То солнце, то снег и сильно мороз. Из-за резкого перепада температур на дорогах частое явление гололед. В такую погоду сотрудники госавтоинспекции призывают автолюбителей быть особенно бдительными, соблюдать правила дорожного движения, а главное избегать быстрого торможения, ведь гололед часто становится причиной ДТП. В связи с ухудшением погодных условий у нас вечернее время, утреннее время на дороге гололедица, да, в некоторых местах образовались у нас, ледяная кромка образовалась. Вот. Водителям рекомендуется не превышать установленную скорость ни в коем случае, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и не выезжать на полосу встречного движения. Во многом движение в эту погоду облегчает подготовка дорог коммунальными службами. По распоряжению главы региона в зимний период работники ЖКХ в боевой готовности. На определенных участках дорог, где усиленное движение, число дорожно-транспортных происшествий в зимний период особенно возрастает. Коммунальные службы подсыпали дороги специальной противогололедной смесью, которая состоит из зернистого песка и технической соли. Все центральные улицы в Назрани посыпаны химическими реагентами. Соль и песок обладают свойствами быстро разрывать лед. Дополняет картину усиленный транспортный поток. Утром был наледь такая, заморожено все было, когда утром. А сейчас возвращаюсь, все растаяло, все хорошо. В общем, еду без проблем, никаких помех, никаких аварийных. Ну, коммунальные службы постарались, видать, работают. Состояние дорог относительно хорошее. Значит, сразу видно, что в некоторых местах, конечно, дорожное управление работает. В столице региона осадков выпало чуть больше, чем в Назрани, потому и коммунальные службы здесь работают с самого утра. Несмотря на то, что в организации есть специальная снегоуборочная техника, работники вычищают снег вручную, а погода в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, снова изменится. Ожидается снег, а значит и гололед. Поэтому берегите себя и встречайте капризы погоды во всеоружии. Рина Тичоева, Адам Далаков, Новости 24. С нового года одобрен законопроект, который позволяет гражданам получать госуслуги в любом МФЦ, независимо от того, где он прописан и проживает. Предполагается, что новые правила могут повысить качество госуслуги по выдаче и замене документов. В порядке принятия и выдачи паспортов особых изменений не произошло. Поменяются лишь печати. Чтобы посетителям не пришлось подолгу стоять в очереди, появилось нововведение – электронный портал, который позволяет жителям подать заявление, не выходя из дома. Таких существенных особо изменений не произошли. Госпошлина осталась также 300 рублей. Фотографии размером 3,4, 3,5 на 4,5. Паспорт. Вот, это обязательные процедуры. Для проставления штампов это значит свидетельство о браке, если есть, военный билет, если есть. Обязательно нужно обращаться, значит, со дня исполнения возраста 20 или 45 лет в течение 30 дней.
после 30 дней могут быть уже подключены штрафные санкции по статье 19.15. По следам преданий и легенд, так называется выставка, открывшаяся в Ингушском государственном музее краеведения. На ней представлены результаты многолетних исследований краеведа Мусы Аушева. Выставку приурочили к юбилею общественного деятеля, которым всегда двигал интерес к прошлому. Увиденное он фиксировал на фотоаппарат, и теперь эти труды доступны посетителям музея. Лейла Гайсанова расскажет. Уникальные фотографии древних городищ, которые сейчас активно изучаются, Муса Аушев делал разные годы своей деятельности. Все они представлены на выставке. В основном краевед старается охватить те исторические объекты, которые не изучены другими ингушскими учеными. Цена кертир аз хига гасина хигат шезер шухалха поэзер шухалха фудеш ханат бейнах цуханер зузабмлах егедесадихуна мала памятникишда. Выставка по следам преданий и легенд приурочена к 75-летию общественного деятеля и посвящена его исследовательскому труду. Сегодня коллеги и знакомые Мусы Ахмедовича отмечают, он проникся историей ингушского народа, является ее патриотом и понимает значение каждого ингушского камня. Он все это видит, он это замечает, он как бы сохранил вот такое свежее свое отношение к этим памятникам, потому что был постоянно заинтересован в этом поиске. И самое главное то, что он оставил очень большой материал для будущих исследований, для будущих наших ученых. Член Союза писателей Ингушетии, публицист, прозаик и поэт. За свой писательский труд Муса Аушев награжден медалью маршала Жукова. Им написаны исторические очерки о наших знаменитых предках. О Бейсаре Бунохо, Бейсаре Мочке и многих других. Ко всему, за что берется, старается подходить с большой ответственностью. Еще момент организации этого музея. Муса Ахмедович Аушев внес значительный вклад. Он дал поверить, что из него станет музей. Первые экспонаты, которые легли в основу этой экспозиции по этнографии, по археологии, это дар от Мусы Аушева. Всю свою сознательную жизнь делал все для того, чтобы история ингушей, чтобы культура ингушей, язык ингушей, образование ингушей было бы на высоком уровне. Марит Хадриева, дочь краеведа, вспоминает, что он всегда был примером для них. Знания и мудрость, накопленные годами, помогли Мусе Ахмедовичу не только внести в лепту истории Ингушетии, но и достойно воспитать детей. Я его, в принципе, не работающим никогда не вижу. Он работает постоянно, он все время что-то читает, что-то изучает, что-то пишет. То есть, если мы приезжаем к нему в гости, да, нам приходится его всегда отвлекать от его работы. Тем не менее, она не мешает ему, эта работа, оставаться очень приветливым человеком, коммуникабельным. Он всегда рад людям. Если где-то, наверное, в плане житейской мудрости мы сами чего-то достигли, то это только благодаря ему. Связь с музеем краеведения поддерживает долгие годы. Он дружил с ее основателем Туганом Альсаговым и подарил немало экспонатов музею. Они также вошли в сегодняшнюю экспозицию. Здесь на нашей выставке представлена его семья, здесь его хозяйка, сам Муса Ахмедович, его дочери, внуки, правнуки. Здесь его мама, папа, его сестры и братья. Кроме книг и документов о профессиональной деятельности Аушева, в дар музею он передал зернотерки, различные кувшины, деревянный челнок и гребень, которым более 800 лет, и одну семейную реликвию. Этот серебряный кинжал, который передавался в семье Аушевых из поколения в поколение, в 1977 году при жизни Тугана Мальсагова Муса Ахмедович передал в дар музея, посчитав, что он должен быть достоянием общественности. Все артефакты и документы бережно хранятся в музее. Несмотря на то, что Муса Аушев уже 8-й год находится на заслуженном отдыхе, он не собирается сидеть без дела, и, возможно, к выставке в честь очередного юбилея мы увидим новые работы краеведа. Лейла Гайсанова, Рахман Цуров, Новости 24.
В конце января горная Ингушетия вновь станет центром проведения всероссийских соревнований по альпинизму. Напомню, в прошлом году республика приняла сразу 2 чемпионата страны и 1 первенство. Первый в этом году для региона чемпионат по альпинизму в техническом классе пройдет с 25 января по 13 февраля. Альп-лагерь к приезду гостей готов. В этот раз, учитывая и погодные условия, маршруты будут еще сложнее. Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и другие регионы уже заявили своих сильнейших спортсменов. Также в рамках чемпионата альпинисты-любители будут проходить обучение по программе подготовки Федерации. Инструкторский и судейский состав представлен самыми квалифицированными альпинистами страны. С 15 января начнется заезд участников, им необходимо пройти акклиматизацию и привыкнуть к местным условиям. В Финляндии прошел межклубный турнир по дзюдо среди юниоров. В нем приняли участие 118 спортсменов со всей страны и 18 из них воспитанники клуба «Магаз». Ребята отличились зрелищными и технически красиво выполненными бросками. Большинство схваток удалось завершить досрочно. Все участники от клуба уверенно выступили и заняли призовые места. В итоге копилка клуба пополнилась 8 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми медалями. Изюминкой соревнований стало красивое завершение финала 2 в Азарии в исполнении Муслима Цалоева. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.